Через некоторое время показалась автомашина, и вышел генерал Гейдар Гаджиев с охраной. Айза, расталкивая охрану, кинулась к Гаджиеву и крикнула: «Подождите минутку». Когда Айза приблизилась, произошел мощный взрыв. Закричали женщины, прибывшие за мужьями и сыновьями. С воздуха падали куски человеческих тел. На месте погибло 2 охранника Гаджиева. Сам генерал был тяжело ранен, выбиты глаза, оторваны рука и нога. От беременной навсегда уже юной Азы остались голова да волосы. Куски тела ее и будущего младенца разбросаны по земле. Генерала срочно отвезли в ростовский военный госпиталь. В течение 2 суток со страшными муками умирал этот изверг. Командование российских войск не оправдало генерала Гаджиева. Мол, где не бывает ошибок, а он человек жесткий и решительный. Навел порядок в Урус-Мартане, не щадил никого. Ваххабитское логово в Урус-Мартане раздавил. Ах, как часто это бывает, наводя порядок, не мудрено дать им маху. В 2000 году в Урус-Мартане назначили военным комендантом генерал-майора МО-РФ Гейдара Гаджиева. С первых дней пребывания в должности Гаджиев стал зверствовать. Каждый день проводил неконституционные зачистки по району. Забирал всех подряд, начиная с 12-летних подростков. Задержанных избивали и пытали фашистскими методами. Проводились бессудные расстрелы прямо в помещении комендатуры. Изуродованные трупы разбрасывали по окрестностям населенных пунктов района с целью нагнать страх на жителей или обвинить боевиков в убийстве. Сами убийцы выезжали на место, где, обнаружив изуродованный труп, проводили следственные мероприятия. Задержанных и трупы продавали за бешеные деньги близким родственникам через посредников, а посредниками у Гаджиева были глава администрации района Эш Ясую и его заместитель. У всех задержанных выбивали информацию о знакомых, родственниках и соседях. На расстрелянных жителей района списывали информацию, полученную при пытках от агентуры и спецслужб, а в большинстве случаев просто сочиняли легенды, чтобы оправдать свое преступное беззаконие в районе, с целью разговорить задержанных и стравить чеченцев между собой. Гаджиев с подчиненными до полуночи избивали, пытали и расстреливали задержанных. А потом Гаджиев отправлялся к главе администрации района Ясуеву пьянствовать. На следующий день после обеда приезжал снова в комендатуру, прилично под градусом. На очередной зачистке Урус-Мартана задержали мужа Айзы Газуевой по имени Алихан.